Здравствуйте, меня зовут Шадар Бияман, я ученик 7 класса Намской университетской гимназии. И тема моего доклада называется «Исследование бесхлопотного производства лично в подсобном хозяйстве». Введение. Разведение червей довольно необычная, но интересная идея. Она способна принести стабильный доход и практическую пользу для домашнего хозяйства. Актуальность. Тема актуальна тем, что это практическая польза для сельского жителя. Калифорнийские черви можно выгодно сбыть на рынке для рыбалки, а также они отлично подходят для переработки земли для огорода. Можно получить эффективное, экологически чистое, безопасное удобрение. Повышается урожайность овощных культур, улучшается качество выращиваемой продукции. Позволит научить сельских жителей современному ведению безотходного хозяйствования, улучшается внешний облик села. Цель исследования – изучение практической пользы калифорнийских червей в домашних условиях, накопление теоретического и практического материала, который ляжет в основу для получения гранта или субсидий, организации дальнейшего бизнеса и эффективного ведения домашнего хозяйства с использованием современных агротехнических методов. Задачи. Первое. Выявить лечение калифорнийских червей в природе и для человека. Второе. Изучить особенности разведения калифорнийских червей. Делать подсчеты дохода от разведения калифорнийских червей на примере собственного подсобного хозяйства. Составление бизнес-плана по разведению калифорнийских червей. Описание калифорнийских червей. Земледельцы Древнего Египта видели дождевых червя залог будущих урожаев. Аристотель назвал их кишечником земли. И это действительно так. Через свои кишечник землю и растительные остатки киля обогащает почву. Значение дождевых червей в природе и жизни человека. Самое главное значение дождевых червей в природе – это улучшение структуры почвы и повышение ее плодородия. Другое значение дождевых червей в природе – они служат кормом для других животных. День червей в домашних условиях как бизнес. Выход готового гумуса в зависимости от вида субстрата и условий жизнедеятельности червей достигает 40-60%. То есть из одной тонны органических отходов получается 400-600 кг биогумуса. Подсобное хозяйство ПН планирует осуществлять деятельность, связанную с производством экологически чистых продуктов питания и разведением калифорнийских червей на собственном земельном участке. Деятельность хозяйства ориентирована на индивидуальных покупателей, находить которых предполагается через знакомую рекламу и социальных сетей на продаже на ярмарках. Хозяйство располагается разместить вдали от города в экологически чистом месте. Место расположения фермы Республика Саха-Якутия, Намский район, поселок Графский берег. Участок находится на расстоянии 86 километров от города Якутска и 10 километров от села Намцы. Села расположена асфальтированной дорогой. Это обеспечивает хорошую транспортную доступность. Организационно-правовая форма лично подсобное хозяйство. Планируемое количество персонала 4-5 человек. Описание услуг работ продукции. Продукция, получаемая хозяйством, будут экологически чистые: овощи, ягоды, калифорнийские черви и питательные грунты. Анализ рынка и маркетинговый план, производственный план. Территорию участка планируется разделить на зоны. Первый дом зоны отдыха, второй огород, третья хозяйственная зона с помещением для кроликов, червей на зиму с хранилищем кормом, четвертое участок под разведение червей. Пятое сад для экономии места, его планируется расположить по периметру участка. При реализации проекта не планируется наем персонала. Все работы, за исключением строгого хозблока, будут выполняться предпринимателем и членами его семьи. Руководителем хозяйства будет сам предприниматель, позже будет вести бухгалтерию. В начале работы лично подсобного хозяйства будет использовать уже имеющиеся ресурсы: земля, сарай, инвентарь, вкладывая новые средства постепенно. Планируется особое внимание уделить рекламе. Возможны будут предварительные заказы на продукцию, например, 10 килограмм мяса кролика или 3 ведра огурцов и тому прочее. Сказочный материал. Кроме картофеля, предполагается закупить в полном объеме сразу, просто акклиматизированный, устойчивый к болезням и вредителям. Финансовый план. Итого получилось 100 тысяч рублей. А предполагаемый доход в первый год работы получилось 111 250 рублей. И моя чистая прибыль получается 180 475 рублей, и налог 6%. Это будет 10 822 рубля. Оценки рисков. Могут быть финансовые риски, а также технические риски. В каких условиях выращивать червей? В 2014 году я приобрел 6 штук калифорнийских червей, и через 2 года у меня стало 4000 штук калифорнийских червей, и я продал 3500 штук червей, заработал на этом 7000 рублей. Получил 630 килограмм чернозема, 350 килограмм овощей, а площадь огорода была 37,5 квадратных метров. В 2017 году у меня было 3800 штук червей, и продал я 2800 штук червей, заработал на этом 5600 рублей.
получил 675 килограммов чернозема, 400 килограмм овощей, а площадь огорода стала 55,5 квадратных метров. В 2018 году у меня было 4500 штук червей, и продал я 4000 штук червей и заработал на это 12 тысяч рублей. Получил 720 килограмм чернозема, 419 килограмм овощей, а площадь огорода стала 53,25 квадратных метров. В 2017 году у меня осталось 1000 штук червей, и я не стал их продавать, но зато я получил 1 тонну 80 килограмм чернозема, 523 килограмма овощей, а площадь огорода стала 55 квадратных метров. А в 2020 году у меня было примерно такое же количество червей, но в связи с пандемией я не стал их продавать. Зато получил 810 килограмм чернозема, 963 килограмма овощей, и площадь огорода осталась прежней, 55 квадратных метров. Итого получилось. У меня было 14 300 штук червей. Продал 10 300 штук червей. Количество чернозема 3 тонны 915 килограмм. Количество овощей 2 тонны 655 килограмм. А площадь огорода 256,25 квадратных метров. Вывод. В ходе работы над проектом мы пришли к следующим выводам. Существует много вариантов организации бизнеса в сельской местности, от традиционных до оригинальных и традиционных. В чисто сельскохозяйственной продукции предъявляется повышение требований по безопасности, поэтому выращивать ее нужно без применения химикатов, минеральных удобрений, гербицидов и пестицидов. А написание бизнес-плана очень трудоемкое, поэтому для его более грамотного составления следует прибегать к помощи специалистов в области экономики. А грамотно составленный бизнес-план является одним из ключевых элементов достижения успеха предприятия. Все большую популярность набирают магазины натуральных продуктов. Современное общество так устало от химии и модифицированных элементов, что готовы даже переплачивать деньги, лишь бы получить по-настоящему здоровую пищу. Сегодня объемы продаж фермерских продуктов в городах растут. Желающих купить мясо у фермера, так и другие продукты всегда предостаточно, и это легко объяснимо. Основное преимущество натуральных продуктов с фермы в том, что они не содержат ГМО, пищевых добавок, красителей, гормонов роста, консервантов, усилителей вкуса, стабилизаторов, заменителей и прочих компонентов, которыми наполнены продукты рядовых производителей. Любые продукты из деревни – это настоящий кладезь здоровья для простого человека, ведь он выращен в естественных условиях, где человеку помогает сама матушка природа. Спасибо за внимание.